Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и почему охранник караоке-бара на улице Профсоюзная стрелял в посетителей. Он неправильно поступает. Он просто взял меня, напал и избил. И 6 сотрудников на меня просто налетело. Покажем водителя, который 20 минут пытался скрыться от преследования автоинспекторов. За то же самое. Знаете, почему законы делают? Чтобы их нарушать. И почему он теперь может лишиться свободы. А также, как мужчина на пустой дороге на небольшой скорости перевернул на крышу тяжелый внедорожник. И почему его с трудом поставили на колеса. Это и не только. Прямо сейчас. Огонь по посетителям открыл охранник одного из развлекательных заведений на улице Профсоюзная. Двое мужчин пришли в караоке-бар около полуночи. Секьюрити их не пускал. Заведение закрылось час назад. Но для нетрезвых гостей это был не аргумент. Они всерьез настроились попеть. Но вместо музыки услышали звук выстрелов. Он неправильно поступает. Он просто взял меня, напал и избил. И 6 сотрудников на меня просто налетело. Меня избили. После того, как я сказал, что нет права Конституции, на меня напали сотрудники. Мужчина рассказывает, пришел с другом в караоке-бар отдохнуть и расслабиться. Но их не пустили, причем отказали в грубой форме и с применением физической силы. Мы приехали в их заведение отдыхать. У меня 1,5 миллиона на карточке. Мы приехали в их заведение отдыхать. В итоге мы у друга 4 пулеухранения. И меня сказали, что наплевать на права Конституции. Сотрудник, который я вам в видео предоставлю, просто меня взяли и отпинали. Они пришли в караоке-бар за 20 минут до полуночи. Заведение уже 40 минут как было закрыто. Но двое мужчин свои планы попеть и культурно отдохнуть под музыку менять не желали. На попытке открыть запертую дверь вышли охранники. Подошел сюда. Вышел первый охранник, вышел второй. Мы, говорит, вас не пустим. Причина. Я первый раз, я никогда в жизни не был. Он просто после 2-3 раз меня толкнул. Я говорю, опа, я не успел, я хотел включить запись. Он меня второй толкает сюда. Я говорю, давай толкай дальше. Вот так это было. Я говорю, давай толкай. Я говорю, ты все в камеру толкай, он меня толкает. И мы дошли вот до этого угла. Он оттуда, значит, я иду с поднятыми руками вот так. Я говорю, давай, толкай дальше. Просто я уже понял, что он не прав. И за мной шел друг, и он открывал огонь. Как выяснили полицейские, в надежде попасть внутрь, мужчины сперва повредили входную дверь, а потом отказывались понимать, что заведение не работает. В результате конфликта охранник выстрелил предварительно из травматического пистолета 2 раза вверх, а после в ногу одному из хулиганов. В это время сотрудники заведения вызвали полицию. Оба жителя Казани задержаны. В настоящее время в отделе полиции Епеева проводится проверка. Пистолет, из которого стреляли в мужчин, направлен на экспертизу. С точки зрения закона оценивается и поведение посетителей бара. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, Вызов 112. Полицейские задержали 28-летнюю девушку, уроженку Саратовской области, подозреваемую в мошенничестве в Казани. В декабре минувшего года в отдел полиции обратилась девушка, рассказавшая, что нашла по объявлению квартиру, которую захотела снять. После общения с хозяйкой перевела ей в качестве предоплаты 5000 рублей, после чего арендодатель перестала выходить на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 1 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции Азина-2 задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась 28-летняя уроженка Саратовской области. Девушка в содеянном созналась и признала вину. Полицейские установили ее причастность к совершению еще 5 эпизодов аналогичного деяния в отношении жителей Казани. Всех, кто пострадал от аналогичного обмана, полицейские просят обратиться в отдел полиции Азина-2 по телефону, указанному на экране. Устроить погоню за водителем «Лады» 14 модели пришлось автоинспекторам минувшим вечером на улице Завойского. Он ехал по встречной полосе, остановился на светофоре. А когда к водителю подошли сотрудники ГИБДД, он попытался скрыться, по пути задев стоящую иномарку. После 20-минутной погони «Ладу» удалось остановить. Татьяна Тимошенко о причинах, побудивших водителя скрываться.
Что я скажу, как бухой, я тебе говорю, на камеру пьяный я. Он не скрывал, пьяный, поэтому и дал по газам, проехав на красный, когда к нему на перекрестке улиц Завойского и Габишева подошли автоинспекторы. Им стало интересно, почему мужчина ехал по встречной полосе, по ней же обогнал патрульный автомобиль. Когда он рванул с места, полицейские погнались за ним. Водитель 14-й несколько раз проехал по кругу. От Вознесенского до Фучика и Завойского и опять Вознесенская. На улице Фучика задел стоящий на светофоре Hyundai Solaris и, не останавливаясь, уехал. Стоял на перекрестке, на светофоре стоял. Вот, увидел, что экипаж едет там, решил перестроить в левую полосу. И тут уехала 14-я машина. И потом, получается, колесо вывернул налево и мотал на другую проезжую часть. Минут через 20 «Ладу» заблокировали на улице Гале Динмухаметова в нескольких десятках метров от того места, где и началась погоня. Волков Игорь Николаевич. Игорь! Игорь! Говори. Ну подними голову. Не хочу. Камеру бери. Это не я снимаю. Данный гражданин. Ну, дай хотя бы паспорт, фотографию, я покажу водителю. Что сказать, бухой? Ну пускай понятые на тебя посмотрят. Ну смотри. Предлагаю вам пройти освидеть на месте Я пьяный. через прибор алкотестер. Согласны? Пьяный бит. Согласен пройти на месте? Согласен. Состояние опьянения подтвердил и алкотестер. Судя по результатам, перед тем, как сесть за руль, выпил мужчина около половины бутылки крепкого алкоголя. Или больше. Но поехал не сразу. Ваши понятые. 3 пятерки. К слову, водительских прав у мужчины нет. Не так давно его лишили водительского удостоверения как раз за езду в нетрезвом виде. А злостный правонарушитель. Уже лишенный, да? За то же самое? Знаете, почему законы делают? Чтобы их нарушать. Если в прошлый раз он отделался административным наказанием, штрафом и лишением прав, то сейчас ему грозит уже уголовная ответственность. А ехал далеко? Далеко. Магадан. За то, что скрылся с места ДТП, мужчине грозит до 15 суток административного ареста. В качестве альтернативы, возможно, лишение прав, но их у него уже нет. А за повторную езду в пьяном виде Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Причем пока идет следствие, автомобиль со штрафстоянки мужчина забрать не сможет. Это вещдок по уголовному делу. Татьяна Тимошенко, Константин Бушуев, вызов 112. На улице Товарная, это между поселками Займище и Октябрьский, на пустой дороге перевернулся на крышу внедорожник «Тойота». При этом автомобиль развернуло поперек проезжей части, и он перегородил обе полосы, лишив возможности не только проехать по дороге, но даже пройти. Ехал, говорю, от силы 50 километров. Мужчина рассказывает, машине 6 лет. Ездил аккуратно, за автомобилем следил, на нем не было ни царапинки. Ехал домой с заправки, только залил полный бак. Вынужденно остановившиеся водители сильно удивлялись, как можно на пустой дороге на маленькой скорости опрокинуть на крышу тяжелую машину. Съезжал с одной, вот на лед заскочил, и вон закинуло туда. Говорит, получилось так, что на пустой дороге чуть сместился влево, ехал ближе к центру, но подумал, что в любую секунду может появиться встречный автомобиль, поэтому решил вернуться в свою полосу. Но как раз в том месте на дороге длинные и высокие ледяные бугры, остатки колеи. На них машину и закрутило. Мужчина рассказывает, думал, просто развернет, но после удара о сугроб внедорожник перевернулся. Пристегнутые были? Конечно, я еле отстегнулся, еле вылез. Главное, не было ни встречной, ни сзади. Не было, да? И я вылезти не могу. Я не знаю, я запаниковал, что делать-то. Потом залез назад, заднее стекло открыл и через заднее стекло вылез. Поставить автомобиль обратно на колеса было большой проблемой. Совместными усилиями остановившихся водителей не получилось даже немного приподнять внедорожник. Все ждали эвакуатор. Хотя бы поставить я доехал бы. Но и с помощью техники это удалось не сразу. Самому доехать до дома у мужчины все же не получилось. Машина не заводилась. Теперь он надеется, что страховая компания покроет все убытки и машину вернут к первозданному виду. Не просто же так покупал полную страховку. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.